ГСП онлайн. Городские новости сейчас. До 1 апреля этого года бюджетные и муниципальные учреждения должны завершить переход на электронный документооборот с отделением Пенсионного фонда России. Такую задачу перед руководителями муниципальных образований поставил министр финансов республики. Поручение полностью перейти на электронный документооборот не новое, но пока из 230 организаций республики работают в системе только 78. Тем не менее, можно сказать, что сегодня электронные документы уже вошли в обиход служащих, значительно упростив работу и повысив ее эффективность. Когда это в бумажном документообороте, это крайне сложно контролировать. Очень большой поток, и здесь на людей грешить. Действительно, когда человеку одному отписано 30 писем в день, ему просто физически невозможно. Когда все это приходит в электронном виде, проще уже раскидывать этих по исполнителям, во-первых. Во-вторых, электронный документооборот следит за тем, чтобы сроки соблюдались. И проще работать с документами. То есть я здесь иногда, до серьезных столкновений. Не шлите бумажные варианты, не надо. Работа с пенсионным фондом в электронном формате позволяет предоставлять документы на оформление пенсии в электронном виде. Сотруднику организации не нужно отвлекаться от основной работы, чтобы собрать весь пакет документов и ждать приема в очереди. За 2013 год участие страхователей в электронной системе регистрации с Республиканским пенсионным фондом увеличилось до 65%. К 1 апреля переход должен быть осуществлен полностью.